Вспоминаем, что у нас шаг вперед делится на 3 позиции, да? А средняя позиция — это выше поза гунгу. Это изушу, базовая стойка. Выглядит это так: нога согнута, голень перпендикулярно поверхности пола, таз у нас посередине, сзади нога натянута, она под 45 градусов, вес где-то больше на передней ноге, на задней меньше, да? Над тазом плечи, над плечами голова. Вот она позиция гунгу. И вес у нас будет опять уходить назад, потом уходить вперед, да? Просто разделать, это называется разножку, да? Погулять весом. Причем весом тазом. Мы тазом идем вперед, потом тазом идем назад. И чувствуем, вот мы, вес был больше на передней ноге, вот мой вес больше на задней ноге. Тазом. Угу. Ну, вот оно не такое, не гуляльное, нет. Вот мой таз идет вперед, потом таз идет назад. Как бы ничего лишнего. Никаких лишних телодвижений. Значит, шаг состоит из 3 частей. Когда мы весом начинаем с того, что вес у нас на правой ноге, левая нога на носке. И мы пяткой касаемся, то есть нога согнута, и куда нога коснулась, туда коснулась. По диагонали пяткой коснулись. И затем наша левая стопа будет смотреть перпендикулярно стене, и мы весом будем перетекать на нее, а корпус разворачивать. Это вот наша гунгу, да? Потом вес назад, стопу разворачиваем, она стала пустой, мы ее разворачиваем под 45 градусов и весом перетекаем на нее. Сзади ногу подтянули, и все то же самое сюда. Коснулись пяточкой по диагонали, развернули корпус, перетекли весом больше на переднюю ногу, гунгу. Опять вес назад. Стопа освободилась, она под 45 вместе с корпусом. Весом перетекли на нее, сзади ногу подтянули и опять по диагонали. То есть змейка такой ходим. Это вообще шаг вперед. Вот он просто вот. То есть вот. Вот одна позиция гунгу. Вот вес назад, вес вперед. Вторая позиция. То есть как бы понятно, что это потом безостановочно. Но мы разделяем как бы вот на 3 фазы. Шаг вперед. Стопа под 45 градусов, нога согнута, коснулись. Стопу развернули, ногу подтянули, коснулись. Перетекли весом, корпус развернули. Назад. Стопу развернули, вес на нее перенесли, коснулись, развернули. И это отрабатывается прям несколько раз, чтобы тело запомнило. И освободилось внимание на то, чтобы подключить к этому руки. Давайте так. Корпус вправо, правая рука сверху. Корпус возвращается прямо, правая рука вниз, левая вперед. Затем корпус влево, руки шаг за счет поворота кистей. Затем корпус прямо, левая рука одномоментно идет вниз, поглаживает гриву лошади, как будто вот здесь грива, да, я такая поглаживаю. Рука идет к бедру, а правая идет напротив плеча вот сюда. И опять шаг справа, руки одномоментно с корпусом, идут одна вниз к бедру, перед бедром, ладонь вниз смотрит. Это около плеча. Тут опять же шаг, рука полностью не выпрямлена. И вот так несколько раз просто повторяем это, то, что я вчера вам говорила, просто вспоминаем, продолжаем. То есть тут из шара мы расходимся руками. Эта рука идет вниз, а эта рука идет вперед. Потом здесь шар, и опять руки меняются. Меняют положение, одна вниз, другая вперед. А ему надо самому сейчас понять. Разобраться. Да, то есть, вот если мы скрутили справа, значит правая рука сверху. Начните с этого. Все. Руки меняют положение. Вот ваша же правая рука сейчас вверху, она будет внизу. И она вот вниз уходит. Можно несколько раз делать одной рукой. Вот она отсюда пойдет вот сюда вниз.
а которая внизу, она пойдет вот сюда, предплечьем вот так движение делает. И они одномоментно это делают. Вот, одномоментно. И вот мы встали положение параллельно стене той, да? Корпус скручивается, руки и кисти меняют положение, и вот он шаг слева. И опять эта рука пойдет вниз к бедру, а эта пойдет сюда вперед. На правой ноге, как мы начинали ноги, да, мы добавляем к этому руки. Стопа под 45 градусов, идем мы туда, да. Нога согнута, опорная, на правая, да, значит правая рука сверху. Мы касаемся пяточкой, и в этот момент, когда корпус пойдет вперед и начнет разворачиваться в прямое положение, руки у нас идут одна вниз, другая вперед. Поза гунбу, да? Затем откат назад, разворот стопы. И в этот момент, когда вес переходит на левую ногу, руки образуют шаг слева. Пяточкой коснулись, руки разошлись, гунбу опять. Откат назад, стопа развернулась, руки образовали шаг, вес на правой ноге. Пяткой коснулись, одновременно корпус и руки пошли. Пяточкой касаемся, идти можно, по диагонали коснулись, да, и корпусом перетекаем вперед, правая рука вниз, левая вперед. Откат назад, разворот левой стопы. Вес переносится на левую, руки образуют шаг. Пяточкой коснулись, корпус, руки пошли. Откат назад, разворот стопы, шаг справа. Пяткой коснулись. Тут важный акцент, да, что нога согнута. Всегда нет вперед, вверх, вниз движения. Здесь нога согнулась, она согнутым осталась, сзади нога потянулась и пошла вперед, коснулась, и мы перетекаем весом вперед.